В этом году исполняется 30 лет со дня создания акционерного общества Ленское объединенное речное пароходство. Это такая значимая дата в истории нашей республики, она будет отмечаться. Но мы должны иметь в виду, что всякое дело имеет свою, конечно, предысторию. И если мы говорим вообще о судоходстве на реке Лени, то оно началось значительно раньше. Да, собственно говоря, если так мы хорошо подумаем, то на самом деле, живя в определенной исторической, географической среде, люди создают определенный тип цивилизации. Знаете, есть морская цивилизация, где вся жизнь людей связана с морем, их промыслы, образ жизни. Есть степные цивилизации, есть горные. А я всегда говорил и говорю о том, что наша российская цивилизация – это цивилизация речная. В полной мере это относится и к нашей республике Саха-Якутия. Вот если бы мы имели возможность подняться ночью и посмотреть на республику сверху, из ближнего космоса, мы бы увидели, как цепочки огней располагаются вдоль рек. Это наши населенные пункты главные. Это и города, и поселки, и маленькие села, наслега. Они вытянулись отдельными такими цепочками вдоль рек. И только отдельными такими оазисами в бесконечной тайге есть несколько огоньков. Это наши населенные пункты, наслега, которые находятся на Аласах. И они находятся там, где в Аласах есть тоже большие озера. То есть вся жизнь наша связана с водой. Вода – это жизнь. И вода – это не только обеспечивала, реки не только обеспечивали жизнедеятельность хозяйства, сельского хозяйства, жизнедеятельность людей, но на самом деле это были важнейшим средством передвижения. Вот мне приходилось с нашими археологами посещать многие места, стоянки древних людей. Ну, все они исключительно те, которые и 5000 лет назад, и 20, и 30 даже тысяч лет назад, такие как вот дюхтяйская там цивилизация, дюхтяйская культура, которая является, по мнению многих ученых, основателем потом североамериканских, индейских культур, которые люди мигрировали из Якутии туда, на американский континент. И даже наша самая древнейшая находка, возраст которой как минимум 300 тысяч лет, а может быть даже миллион лет, это знаменитый Дерин-Кюрех, открытый выдающимися якутскими археологами Юрием Алексеевичем Мачановым и Светланой Александровной Федосеевой, она тоже на берегу реки. То есть и уже в древности люди жили по рекам. Да, и есть разные версии происхождения народа Саха, но ведь такая наиболее общая, наиболее сейчас принята, это то, что народ Саха именно водным путем по реке Лени прибыл на Среднюю Лену, где в районе Якутска, в районе 3 наших больших долин, и были основаны первые поселения, и, собственно говоря, вся цивилизация народа Саха, да и народ Саха возник как этническое общество именно здесь. То есть это все благодаря реке. И русские землепроходцы тоже двигались по рекам. То есть вся жизнь наша связана с реками. И, конечно же, движение по рекам, судоходство по нашей главной артерии Лени, по другим рекам, играет исключительно важную роль и в самом существовании республики, и в ее развитии. Ну, если мы вообще-то глянемся вглубь истории, то можно назвать такую рубежную дату 1861 год, когда на Лени появился самый первый пароход. Ну и раньше, я говорю, может быть, и много тысяч лет назад двигались по реке Лени, но это уже я приближаюсь к современности, когда более-менее современная техника, современные организационные формы были в развитии речного транспорта. Это вот 1861 год, появился пароход Тихон-Задонский, а спустя много лет, в 1894 году, тоже дата юбилейная в этом году, значит, у нас на Лени возникло первое пароходство, как тогда, значит, оно называлось скоростное пароходство. Его организовал знаменитый купец Глотов, которому сейчас мы поставили памятник. И он не просто так сам по себе основал, но это было
его ходатайство на имя императора Александра III, и сам император принял решение и дал ему разрешение, и более того, поддержал создание этого пароходства. Там было 15 пароходов, и они обслуживали пассажирские и грузовые перевозки на линии от Искута до Якутска. Несколько позже, вот уже в 1909 году, появилось второе пароходство Громовой, тоже известное, но оно начало работать на другом направлении, от Якутска вниз до Булуна. Таким образом, вся река у нас к этому времени была уже освоена для пассажирских и грузовых перевозок. Я, кстати, к слову скажу, что тогда из Искута до Якутска пассажирский пароход двигался 11 суток, а вверх, в обратном направлении против течения, 16 суток. Вот такие показатели, на самом деле, еще в середине 20 века были рекордными. Там по 20 суток ходили корабли. То есть уже тогда это была действительно солидная такая материальная база, техническое, солидное предприятие создано. После Великой Октябрьской социалистической революции все это было национализировано. А вот на месте тех старых пароходств дореволюционных возникли новые пароходства, но они были по ведомственному принципу. Вот пароходство товарищества Лензот. Лензот – это золотодобывающее товарищество, которое работало в основном там наверху Бодайбо и так далее. Пароходства, которые обслуживали Алданский район, и где развивалась горнодобывающая промышленность. Было и Якпар, такое предприятие, которое обслуживало гражданские нужды. Но, во всяком случае, Дальстрой в 30-е годы создал свое пароходство на Колыме. Во всяком случае, все это было разрознено. И поэтому очередной такой датой в истории нашего пароходства можно считать 1954 год, когда возникло Ленское пароходство. Заметьте, еще пока не объединенное, Ленское пароходство. А уже потом оно начало развиваться, постепенно поглощая все вокруг себя. И в 1972 году уже был закончен такой организационный период, когда все речные предприятия на Лене, в Ленском бассейне, на Колыме, на Индигирке, на Яне и были слиты в одно предприятие, возникло Ленское объединенное речное пароходство. Гигантское предприятие, которое уже к концу советской власти, где 90-м годам насчитывало более 1100 судов. Причем, как водится в Советском Союзе, это было не просто какая-то производственная транспортная система, это была социально-экономическая система. У них внутри были, своя социальная сфера с домами отдыхами, санаториями, детскими детскими заведениями, детскими садами и так далее. У них своя собственная система рабочего снабжения была. То есть, будем говорить, это была такая мощнейшая система. Достаточно сказать, что если взять весь речной флот России в те годы, а к тому времени союзного министерства речного транспорта уже не было, а были только республиканские министерства. У нас в РСФСР, то наше пароходство, Ленское объединенное речное пароходство, 30% выполняло все работы по Советскому Союзу и имело доходов и прибыли тоже 30% от всего финансового результата работы речного флота СССР. Тогда еще порт Осетрово входил в состав Ленского объединенного речного пароходства, и это был самый крупный порт в Советском Союзе, речной порт. Вот каких масштабов достигло пароходство. Конечно же, годы перестройки, и особенно годы радикальных экономических реформ, начало 90-х годов, они самым существенным образом сказались на жизни и речников в том числе. Причем ситуация с речниками была особо такая острая, запутанная, когда началось акционирование, приватизация предприятий. Дело в том, что тогда были приняты решения на федеральном уровне, которые вели не просто к приватизации, можно было ведь приватизировать Ленское объединенное речное пароходство, сделать из него акционерное общество, единое, гигантское, большое, на чем, кстати, настаивало правительство республики, по образу и подобию Беларуси. Но на самом деле федеральное законодательство, оно категорически не препятствовало этому. Первое. Там в законе было сказано о том, что порты отделяются от перевозочной деятельности.
мотивируют это тем, что любой порт должен принимать суда любых компаний. А если он будет принадлежать какой-нибудь компании, скажем, там, Ленскому объединенному речного пароходства, то будет затруднен доступ к другим портовому обслуживанию. Поэтому порты надо выделить. Вот как только это решение было принято, сразу же из пароходства начали выделяться речные порты. Ну вот Зарянский речной порт отделился, и на базе Зарянского речного порта была потом создана Колымская судоходная компания. Значит, или пристань на Вилюе точно так же отделилась, и там была создана судоходная компания Вилюе. Якутский речной порт вышел из состава Ленского объединенного речного пароходства, Осетровский порт. И с этим ничего невозможно было сделать, потому что так предусматривал закон. Кроме того, закон предусматривал, и это надо понимать, потому что сейчас, вот по прошествии десятилетия, многие думают, что ну так вот акционирование, там, это есть приватизация, олигархи там и все такое прочее. Но на самом деле сам ход акционирования, приватизации в России, он предусматривал расчленение крупных предприятий на отдельные куски. Грубо говоря, вот существует завод, есть какой-нибудь цех, трудовой коллектив под руководством директора собрался и выделился из завода. Это было специально сделано для того, чтобы разрушить нашу промышленность, наши крупные производственные объединения, которые в свое время, во времена Косыгина, строились по образу и подобию крупных американских корпораций. С такой целью, чтобы ускорить процесс приватизации, раздробить эти предприятия, а все это подавалось под лозунгом, что необходимо создать конкурентную среду. Вот это в полной мере коснулось и нашего пароходства. Мало того, что порты начали отделяться, но и отдельные судоходные компании, которые были предприятиями, структурными подразделениями ЛОРПа, начали тоже отделяться. Вот мы хотим, собрался трудовой коллектив, мы хотим там создать Янское пароходство, проголосовали, и закон, несмотря на то, что все это происходило, предположим, на территории республики, но главенство же было федеральных законов, позволяло им это сделать явочным порядком. Но к этому наложилось еще одно важное обстоятельство. Ну вот мы знаем о том, что Республика Саха-Якутия в те годы добилась беспрецедентных соглашений с федеральным правительством о разграничении собственности и так далее. И предприятия, которые находились на территории республики, они переходили в ведение республики. Но заметьте, при этом действовали на территории федеральные законы. И то, что они перешли в ведение республики, не означало, что республика может запретить выход портов из состава большой компании ЛОРПа или там приватизацию и акционирование отдельными кусками ЛОРПа. Значит, это мы были обязаны выполнять эти законы. Вон прокурор, вон суды, они быстро приводили все на место. Но вопрос в другом заключается, не в этом, а в том, что иркутяне, что такие же соглашения были заключены не только с Республикой Саха-Якутия. Мы привыкли думать, что вот мы уникальные, значит, только мы этого добились. Да ничего подобного. 40 субъектов федерации подписали отдельные договора с президентом Российской Федерации, где они получили тоже расширенные полномочия, в том числе Иркутская область. Ну, естественно, иркутяне не захотели, несмотря на все наши заманчивые предложения, сохранить единое пароходство и начали создавать Верхнеленское пароходство, отделившись от объединенного речного, от ЛОРПа нашего. Ну, почему они так делали? Они рассчитывали, что у них крупнейший речной порт в Российской Федерации, Осетрова, они будут контролировать через него все потоки грузов. Они рассчитывали, что у них находится ремонтная база, огромное предприятие, значит, Киринская РЭП, ремонтно-эксплуатационная база, значит, Алексеевская РЭП. Эти предприятия не только ремонтировали суда, но и строили их. А более крупные суда строились, опять-таки, на Осетровском судоремонтном судостроительном заводе. То есть они как бы хозяева положения. Значит, так, а мы у них будем просителями. Можно нам прийти в Осетровский порт, можно загрузиться грузами. На самом деле, конечно же, мы наставили на том, что пароходство акционирует как единый, значит, коллектив, по крайней мере, оставшаяся часть от пароходства после выделения этих портов, там, отдельных мелких судоходных компаний, значит, и его в совместную собственность с иркутянами. Ну, тогда мы, к сожалению, не добились согласия, вынуждены были в 1993-1994 году вести работу
по созданию собственного акционерного общества Ленское объединенное речное пароходство, сохранив по традициям название, потому что все равно за пароходством оставались функции диспетчеризации и контроля всего водного пути. Жизнь показала, что это было хоть и вынужденное решение, но оправданное. И на сегодняшний день, я думаю, вот если посмотреть финансово-экономическое состояние и вообще, что произошло с этими мелкими предприятиями, в том числе в Иркутской области, то, конечно, Ленское речное пароходство при всех проблемах и, я понимаю, трудности, которые есть в работе нашего огромного коллектива, оно все-таки находится, как говорится, на плаву. А другие уже, как говорится, почили в бозе, и их уже и след простыл. Поэтому вот сам этот процесс привел, конечно, к тяжелым последствиям. Ну вот такая была ситуация. Конечно же, наше Ленское объединенное пароходство, если вести ему начало с 1954 года, создание просто Ленского пароходства, которое превратилось в Ленское объединенное пароходство, потом вот сейчас в акционерное общество ЛОРП, то оно уникальное предприятие с той точки зрения, что вот ему, по сути дела, с 1954 по сейчас 2024 70 лет. За эти 70 лет этим предприятием руководили всего 6 генеральных директоров. Каждый из них проработал в среднем более 10 лет. Это, наверное, уникальное предприятие среди всех отраслей народного хозяйства России. Я думаю, это связано с тем, что сама специфика работы на флоте, особенно на таком речном, особенно на сложном таком бассейне, как наш бассейн, который включает в себя и разные климатические зоны, и необходимость обслуживать Арктику и так далее, она сама требует особой подготовки, требует особого такого напряжения, подхода, и поэтому здесь важно, чтобы люди имели не только достаточно высокую квалификацию, но и опыт, значит, который приходит с годами, и только благодаря этому можно действительно добиться каких-то успехов. Ну, всем нам известно, что в момент создания Ленского пароходства в 1954 году им руководил Павел Николаевич Иванов. Ну, легендарный человек, герой социалистического труда. Это звание он получил именно за работу в качестве руководителя нашего пароходства, который много сделал для его становления, для его технического преображения, для укрупнения, для того, чтобы действительно это было передовым предприятием. Он руководил пароходством 15 лет. Его сменил Василий Максимович Дубровский, тоже широко известный у нас в республике человек. Он работал до 1981 года, а потом руководителем стал Вячеслав Александрович Минеев. Вот сейчас, вот начиная с Минеева и нынешний Сергей Александрович Ларионов, вот этих руководителей ЛОРПа я знал всех лично. Потому что в конце 1991 года я был избран вице-президентом Республики Саха-Якутия, тогда, когда Михаил Ефимович стал первым президентом республики. И сразу же в 1992 году мне было поручено возглавить кабинет министров одновременно с исполнением обязанностей вице-президента. Ну, естественно, это такая хозяйственная работа, и такое крупное предприятие, оно не могло не остаться вне зоны нашего внимания, контроля. Оно еще пока в 1992 году было единым, значит, пока что еще и у нас, и у иркутян был накоплен за годы советской власти жирок. Мы так относительно неплохо 1992 год пережили. Вот тогда я побывал на абсолютно всех предприятиях пароходства, начиная от осетрова, судоремонтных заводов и кончая там Колымой. Значит, это действительно гигантская была система в расцвете своих сил. Но уже начались вот эти подспудные процессы, подготовка к акционированию, раздроблению и так далее, и так далее. Вячеслав Александрович Минеев, он в 1993 году пришел на работу в администрацию президента России, занимаясь своей профессиональной деятельностью, поскольку он возглавил тут все вот эти транспортные вопросы, которые там решала администрация, для своей работы. А наше пароходство возглавил Юрий Васильевич Кадишев. Это очень известный человек в нашей республике. Он коренной сибиряк, родом из Светима, с Бодайбо. И в республике он был и министром внутренних дел до этого, генерал. И вот он возглавил Ленское объединенное речное пароходство и руководил им 93-94 год. Это были самые трудные годы в жизни пароходства. Потому что я говорю, что еще 92 год мы как-то более-менее прожили на старом жирке, а 93-й вот он рынок со всеми своими прелестями. Надо готовиться к навигации,
традиционно в советское время, пожалуйста, значит, министерство дает тебе фонды, деньги, значит, давай, готовься, ремонтируй суда, значит, готовы к выходу в плавание, занимайся подготовкой портов и так далее, и так далее. А здесь эти работы надо делать, выручки еще нет, потому что флот не работает, а деньги на это где-то надо брать. А кредиты, будьте добры, 270% годовых. Началась навигация, как-то с горем пополам справились и так далее, и так далее. Возникла система, огромная система неплатежей. Ну где вот эти централизованные поставки на крайний север, так называемый северный завоз, они закончились. Правительство Российской Федерации говорит, ну вы сами там как-то там, это рынок. Ну где брать поселковую администрацию, значит, где-нибудь там на реке Вилю или там значит, на реке Анабар средства для того, чтобы закупить продукцию, значит, и потом еще эту продукцию перевести и заплатить лорд. А жить надо, а правительство республики наседает, значит, на тех же самых речников, давай, накопилась огромная задолженность. Ну, по сути дела, люди работали и без зарплаты, и все в запись по карточкам. Топливо условно с нефтебаз Якутии по указанию руководства, значит, выдавалось просто бесплатно тем же самым лордам, лишь только завезли. Это были такой период времени невероятно сложный. А в это время еще началась засуха на реке Лени. Вода упала, провести ничего невозможно. Сроки короткие, понимаешь. Значит, это перегрузка там в верховьях требуется на порогах и все остальное. Дело дошло до того, что вот я, премьер-министр Якутии, встречался с представителем правительства России Виктором Степановичем Чернобыльным и сказал, что мы находимся на грани того, что отдаленные районы республики мы вынуждены будем либо эвакуировать, либо это мы поставим их на грань выживания и голода, и замерзания. Но он мне говорит, ну что ты говоришь, понимаешь, значит, я говорю, необходимо немедленно восстанавливать или создавать средства для завоза на крайний север. Это касается не только Якутии, но и других регионов России. Нужно создавать специальный фонд и так далее, и так далее. Тогда существовал еще Госкомсевер, Государственный комитет по северам. Ну, у нас с Чернобылем был довольно острый такой разговор. Вернувшись в Якутию и посоветовавшись с президентом республики Михаилом Ефимовичем Николаевым, мы объявили у себя чрезвычайную ситуацию. Ну, конечно, это тоже дошло до Москвы. К нам прилетел заместитель председателя правительства Яров, который курировал тогда севера Юрий Федорович, как бы и со своим там целым аппаратом, понимаешь, и разбираться, заниматься. Вот тогда, значит, мы все-таки получили деньги на этот северный завоз, кое-как расплатились, в том числе с речниками, но не полностью, не все. Значит, так в долгах, как в шелках, все и остались. Ну и тогда вот впервые все-таки федеральное правительство было озабочено и начали создавать специальные средства, аккумулировать для того, чтобы завозить на крайний север в период навигации. Вот благодаря ситуации в Якутии мы положили начало этому положительному процессу. Ну, это хорошо, конечно, но мы-то еле-еле, душа в теле. И 94-й год был довольно трудно. Может быть, он был попроще уже, но все равно трудно. И вот это все пришлось на период работы Юрия Васильевича Кайдышева. И он сыграл, конечно, большую роль все-таки, чтобы сохранить трудовые коллективы, чтобы в этой ситуации выстоять. И благодаря ему такому решительному, волевому характеру, это был такой человек неординарный. В 1995 году так сложились обстоятельства, возникла такая необходимость, и я был переведен на работу в акционерную компанию «Алроса» в качестве президента, а Юрий Васильевич после меня возглавил правительство республики. Вот какого уровня лорд воспитывает людей. А после того, как Юрий Васильевич перешел уже на другую работу, то руководителем пароходства стал Евгений Леонидович Чистяков. Вот в бытность мою премьер-министром он был сначала замминистра транспорта республики, а потом министром, то есть человек опытный, знающий, такой коренной якутянин. Он родился в Покровке на реке Амге, в старинном таком русском селе в якутском наследии сугубо. Там сейчас школа его именем названа, школа имени Чистякова. Он прошел такой настоящий коренной речник, прошел такой путь, и в Житае работал, и в Зырянке работал, и вот возглавил пароходство.
Конечно, ему приходилось тоже вот это наследство разгребать, значит, долги, тяжелое финансовое положение, но все-таки более-менее предприятие становилось на ноги. После его такой, ну, смерти руководителем был назначен Сергей Александрович Ларионов, который работает вот до настоящего времени. И Сергею Александровичу удалось продолжить вот эти традиции, которые были заложены такими глыбами, великими нашими речниками, руководителями. И ЛОРП, Объединенный речной пароход, уже в своем акционерном качестве, ну, работает достаточно устойчиво и выполняет все задачи, которые перед ним стоят и по обеспечению республики, и по завозу грузов в Арктику. И вообще котируется как одно из таких лучших предприятий в России. Хотя, конечно, проблем выше крыши. Но я хочу сказать, что мы должны отдавать должное всем нашим речникам. Это, можно сказать, такая техническая элита нашей республики, начиная от рядовых работников, кончая директорами. И должны, конечно же, отмечать и руководители, которые внесли большой вклад в развитие нашего пароходства. Конечно, жизнь идет, все меняется. И часто люди задаются вопросом, а вот прошла железная дорога, упадет значение речного флота или нет? Я думаю, что мне неоднократно приходилось об этом говорить, ничего подобного, ничего не упадет. Больше того, значение именно ЛОРПа еще и больше возрастет. Почему? Ну, знаете, когда были в «Зените», будем говорить, перевозки по реке Лени, это конец 80-х годов, еще советская власть была, мы перевозили, Осетровский речной порт, будучи самым крупным в СССР, перерабатывал много миллионов тонн груза. Ну, приход в порт был примерно 12 миллионов, а отправка, значит, на крайний север, сюда к нам в Якутию, 4-5 миллионов тонн в год. Но уже тогда, значит, конечно, чувствовалась проблема. Мы часто во время навигации не успевали в период высокой воды перевести грузы, потому что верховья Лены низководные. Там проводились работы по углублению, там был гарантированный ход в верховьях Лены от Осетрова сюда и в нашу сторону 1 метр 80 сантиметров. Но дальнейшее углубление реки было невозможно, потому что тогда река бы превратилась в тоненький такой ручеек, значит, в канал. И пришлось бы реконструировать все береговые сооружения, портовые мощи. Но это невообразимое дело. Поэтому уже тогда, в 80-е годы, планировали сделать две вещи. Либо построить плотину в районе Искута на 30 километров примерно ниже, чтобы поднять уровень воды в верховьях, и через судоходный канал каким-то образом там выходить из положения. Либо построить железную дорогу до Киренска, там глубокие воды, и потом уже перенести Осетрова в Киренск. Видите, как эта проблема стояла. Но на самом деле она решилась другим способом. Благодаря настойчивости республики железная дорога пришла, значит, не в Киренск, а в Якутск. Наш АЯМ. Но что это означает? Это означает, что изменилась география перевозок по Лене. Вот если раньше 70% грузов сначала шло у нас через Лену, а 30%, ну 28% через Североморпутье, только 2% сухопутным путем, то с постройкой в Искуте Осетровского порта 90%, 95% грузов мы оттуда получали. Сейчас объемы перевозок упали оттуда, с верхней линии. Значит, ну, примерно 300-400 тысяч тонн мы там завозим, и кончаем завоз, конечный пункт у нас Алекнинск. Вот Витим, Пеледуй, Ленск, Солянка, Алекнинск. Вот все. Дальше вниз мы уже оттуда не везем, потому что успеваем завести, лучше нам завести из Якутска. То есть центр отправки грузов переместился в значительной степени из Искута в Якутск. Но придя в Якутск, конкретно в Нижних Бестях, в том числе по железной дороге, а дальше-то все равно надо развозить. И вот тут, конечно, появляется дополнительная работа для Ленского объединенного речного пароходства. Надо везти груз и теперь уже вверх, значит, так, по реке, ну, по крайней мере, до Алекнинской, и вниз, и выходить в Арктику, и обслуживать арктические наши реки, значит, Анабар, Оленек, Яну, Индигирку, Колыму, будем говорить так, и обслуживать боковые реки, Алдан, Вилюй, да еще успевать завести туда в период, тогда, когда там высокая вода, на Амгу особенно вот такая сложная навигация бывает. То есть, будем говорить, изменился центр
прихода грузов. Но не изменилась география перевозок, но не изменилось значение Ленского объединенного речного пароходства. И в этом качестве, значит, конечно же, пароходство еще долгие годы будет системообразующим предприятием для нашей республики. Очень хорошо, что вот сейчас, благодаря инициативе самого пароходства, в Нижнем Бестяхе построена причальная стенка, такой грузовой порт возник как альтернатива якутскому. Почему это хорошо? Да потому что прямо железные дороги на корабли и поехали дальше. Это ускоряет, удешевляет речные перевозки. И это очень важное такое начинание, которое речники сделали. Ну, а если заглянуть немножко в будущее, то я так думаю, что мы должны иметь в виду, что развитие нашего речного флота и Ленского объединенного речного пароходства должно идти вот по одному из таких генеральных направлений. Необходимо продолжать осваивать перевозки в Арктику. Вот когда мы говорим о Северном морском пути и его значение для нашей России, много сейчас разговоров об этом. Ледоколы гигантские строятся, лидер, в том числе первой серии Якутия. Самый мощный будет на планете ледокол. Но когда мы говорим о том, что там огромными темпами растут перевозки, надо иметь в виду, что этот рост обеспечен в основном отправками из Арктики. Оттуда уходят сейчас и уголь, и продукция норильского никеля, и сжиженный газ, и нефть. И вот сейчас в условиях специальной военной операции, ограничений, которые на нас сложили, это имеет огромное значение для того, чтобы поддерживать торговый баланс. Арктика и Североморпуть приобретают большое значение как транзитный путь из Юго-Восточной Азии в Европу и обратно. Но заметьте, задача обеспечения северных регионов, наших арктических регионов, которые находятся на берегу Ледовитого океана, она сейчас несколько так, знаете, значит, не звучит. А ведь она остается. А на самом деле эти гигантские корабли, ледоколы и так далее, они, особенно в мелководных морях, типа нашего моря Лаптевых, они мало что могут сделать. Самый эффективный, удобный способ, значит, это выйти кораблями на река-море из Лены в Арктику, значит, и развести грузы, во-первых, по нашим большим рекам, которые впадают в арктические моря. Ну, вот я говорю, начиная от Анабара и кончая Колымой. И развести грузы по арктическому побережью. Вот эта работа вечная, она всегда будет. Значит, вот сейчас у нас в стране, примерно 50 судов река-моря, которые выходят в Арктику. Из них 20 находятся в Ленском объединенном речном пароходстве. То есть это самое большое. Ближайший к нам это Хатанский морской порт, такое акционерное общество есть. У них еще 10 кораблей. А остальные все по 1-2 имеют. Все пароходства. И Иртышское, и Енисейское и так далее. То есть у нас сосредоточен этот флот. И это направление надо дальше развивать. Нужно заменять, значит, корабли, особенно имея в виду, что надо повысить их класс, арктический класс. Сейчас они все имеют класс АС-1, АС-2, то есть самые низкие классы, по которым могут ходить по льду, в условиях льда. А то еще и идут те, которые не имеют ледового класса. Это когда позволяет обстоятельства навигации. Надо сделать хотя бы Арктик-4 и так далее, и так далее. Это возможно сделать. Вот это направление во всех его ипостасях, и подготовка флота, подготовка кадров, расширение географии. Надо заходить и на Певек, это уже Чукотка. Надо туда и на Хатангу, хотя у них свой флот есть, заходить и так далее. Оно должно развиваться. Вот это одно из таких генеральных направлений, которые руководство ЛОРПа должно иметь в виду. А с другой стороны, на другом полюсе мелкоцедящий флот, потому что задача снабжения боковых рек, значит, как наиболее эффективным, наиболее дешевым транспортом, она остается. И надо развозить и уголь, и нефтепродукты и так далее. Значит, надо тоже новые типы судов пытаться внедрить здесь, возможно, даже на воздушной подушке и так далее. То есть вот такие эти вопросы освоения рынка, вопросы будущего должны быть всегда в прицеле, значит, у нашего пароходства. Конечно, я далек от мысли, что все зависит только от пароходства, все зависит только от самих
будем говорить, речников, и вот все, они должны проявлять инициативу и так далее. На самом деле здесь требуется мощнейшая поддержка из стороны правительства Якутии, правительства Российской Федерации. Есть очень много вопросов, которые вот назрели, они в целом флота касаются, и особенно нашего пароходства. Ну, например, проблемы, связанные с оплатой труда. Ведь не секрет, что раньше речники это были, с точки зрения оплаты труда, были одной из наиболее благополучных, ну, таких социальных прослоек, что ли, в нашей республике. За период, они хорошо зарабатывали в период навигации, в межнавигационный период и так далее. Сейчас, на самом деле, зарплата у них ниже, чем в других отраслях народного хозяйства. И связано это в том числе с регулированием тарифов, потому что они же не сами на коммерческой основе устанавливают себе тарифы на перевозки, а это государственное регулирование. Вот там надо посмотреть. Значит, есть много вопросов, связанных с подготовкой кадров, с прохождением практики на флоте. Там много ограничений есть, которые влияют на приток молодых специалистов. И эти должны быть рассмотрены на федеральном уровне, сняты все вопросы. Вот эта часть вопроса. Дальше, вот я говорю о том, что необходимо пополнять флот вот, судами, в том числе река Море, арктического класса. Необходимо пополнять флот мелкосидящий, новых типов судов. Но и сам флот как таковой, значит, требует замены, потому что многие корабли, они имеют уже возраст 50-60 лет, это давно должны быть списаны. И поэтому необходимо посмотреть, то есть необходимо нам развивать кораблестроение. Ну вот у нас в Якутске очень хороший проект. Жатайский судостроительный завод мы строим. Это проект, между прочим, который был предусмотрен схемой комплексного развития Якутии до 2020 года, знаменитая схема 2020. Мы очень долго с ним возились, и вот я уже работаю в Совете Федерации. Однажды специально приезжал в Якутск, значит, где мы занимались этой проблематикой. Тогда Геннадий Федорович Алексеев, значит, бывший наш первый заместитель председателя правительства Якутии, он уже к этому времени работал в структурах Минвостока, ну там были фонд развития Дальнего Востока и так далее, значит, и он тоже приезжал, вот мы вместе разбирались, как же сдвинуть этот проект. В конечном итоге удалось, значит, пробить решение вопросов, что он был включен во все программы, там и дальневосточное развитие промышленности, программы судостроения и так далее, и вот начал реализовываться. Да, конечно, там были проблемы, которые связаны, я бы отнес их к числу такого субъективного характера, потому что неудачно выбрали подрядчиков каких-то. Вообще, в скобках скажу, у нас, если говорить о строительстве каких-то объектов, то у нас в республике очень мощный строительный комплекс. И мы в состоянии собственными силами, собственными предприятиями построить любой объект, любой сложности. Ну, тут получилось какие-то иногородние подрядчики, которые ничего не сделали, затянули сроки строительства. С огромным трудом пришлось оправдываться перед Минпромом и переносить финансирование и так далее. В конечном итоге и денег не хватило. Арсений Сергеевич Николаев, он принял, ну, я считаю, такое волевое правильное решение. Там республика теперь уже финансирует окончание строительства, и перейдет он в республиканскую собственность. Ну, может быть, мы будем надеяться, что справимся с пуском этого объекта, хотя там очень много проблем, и сам пуск, после пуска потребуется еще вторая очередь и так далее. Ну, а что дальше? А дальше необходимо получать заказы на строительство, вернее, на строительство уже теперь судов. Ну, казалось бы, ну что заказы? Вот пароходство, значит, оно требуется ему суда, и это заказчик на долгие годы вперед. Но дело в том, что каждое судно стоит огромных денег. Из текущей выручки, особенно в условиях регулируемых тарифов, когда тебе очень строго устанавливают ценовые органы пределы тарифа, ну где ты возьмешь денег? Кредиты, ну, опять-таки, значит, 20% годовых, но это невозможно потом окупить. К тому же эти кредиты не просто так дают, а там требуется еще определенная залоговая основа и все остальное. Значит, возникает вопрос о необходимости создания специальной системы лизинга этих судов. Эта система должна быть создана не только для Республики Саха-Якутия, а как общефедеральная система.
Ну, я вот в качестве примера могу сказать, что если мы возьмем наши авиакомпании российские, то подавляющее большинство воздушных судов, на которых мы летаем, они не являются собственностью авиакомпании. Они находятся в аренде, в лизинге. Либо в финансовом лизинге, ну, банки, значит, покупают суда или там и финансируют, и потом передают на условиях возврата там выручки. Либо в прямом лизинге у авиастроительной компании на эксплуатацию этого судна. Там нет почти своих судов, потому что ни одна авиакомпания не в состоянии мобилизовать столько ресурсов, чтобы купить хотя бы одно воздушное судно. Это десятки миллионов долларов, а то и сотни, если это суда американские, воздушные суда там, или европейские. А здесь корабли то же самое. Корабль — это технически не менее сложное, будем говорить, изделие, чем самолет. А вообще я скажу, что самое сложное с технической точки зрения будем произведения рук человеческих, это не марсоходы и не эти знаменитые американские спутники Voyager, которые улетели за пределы Солнечной системы, значит, и не ракетные системы военного назначения, а атомные подводные ракетоносцы. Это самое сложное изделие, которое когда-нибудь создавал человек. С точки зрения материалов, с точки зрения систем связи, с точки зрения систем управления и так далее, это ничего более сложного не создал. Ну и корабли. Я достаточно сказать, что, знаете, в советское время все-таки была очень мощная система образования инженерных кадров у нас в стране. Так вот, все инженеры и строители, значит, и даже те инженеры, которые занимались радиоэлектроникой и так далее, они учились по 5 лет. Это стандарт был. Единственная специальность — кораблестроение, где учились 6 лет. Настолько это сложно. Ну, еще медики учились 6 лет. Настолько это сложная, будем говорить, вещь. И корабль — это сложное, будем говорить, сооружение, и такое произведение рук человеческих. И оно очень дорогое. Поэтому эта система лизинга должна быть создана. И мы же сегодня должны на эту тему хлопотать перед федеральным правительством. Ну вот, будет пущен наш Житайский завод. Как заказать там корабль? Должна быть создана специальная лизинговая компания, и, может быть, даже не одна, а подключенные банки к этой системе и так далее. Вот эту задачу надо решать на будущее. Видите, на самом деле существует очень много проблем. Перевооружение флота, освоение новых линий или закрепление на новых линиях, особенно в Арктике, на севере, взаимосвязь с железными дорогами и так далее. Есть еще проблема водных путей, потому что мне уже приходилось говорить, я даже сейчас останавливаться не буду, но вот даже в царское время были 5-летние планы. В 1912 году был утвержден 5-летний план развития водных путей, который предусматривал расчистку путей, строительство каналов между нашими великими реками, в том числе и в Сибири. Но один канал был построен между Обью и Енисеем, а планировалось также соединить бассейн реки Енисей с бассейном реки Лены. И разные там варианты были. Видите, как было? Сейчас это все дело заброшено, а необходимо содержание водных путей по специальной программе, по специальному выделению средств. В общем, задач, конечно говоря, очень много. Но я надеюсь, что наши речники справятся с ними при поддержке правительства республики, обращая внимание правительства, необходимость уделять особое внимание речному транспорту. И очень четко надо ставить вопросы перед федеральным правительством. Ну, у нас, в общем-то, традиционно хорошие кадры. Вот сейчас Сергей Александрович Ларионов возглавляет Ленское пароходство. Мы его назначали в 2010 году, и совершенно осознанно, исходя из того, что это коренной якутянин, родился в Витиме. Вся его там детство, юность, отрочество прошли в Усьмае у нас. Очень хорошо он знает республику. Ну, как говорится, наш человек. С другой стороны, он прошел такой очень важный путь, начиная от таких рядовых совершенно должностей, имеет великолепное образование. Очень хорошо себя зарекомендовал в системе авиации. Он был и первым заместителем генерального директора ЛОРПа 2 года. Поэтому был вполне готовым руководителем и сейчас успешно справляется. И я думаю, что вот этот круг новых задач, о которых я говорю, он, конечно же, по плечу его ближайшим соратникам и всему трудовому коллективу. Но работа предстоит еще впереди очень упорно. Позади у нас вообще славный такой путь. Значит, так
создания суперпредприятия Ленинское объединенное речное пароходство. Позади трудные годы, значит, 90-е, позади так более-менее нормально, стабильная работа сейчас, а впереди и большое будущее, но и огромная работа.